Шоклапан бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 26-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара. Автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, на сегодняшнем занятии у нас с вами следующий план. Мы с вами пройдем диалог, потренируем все звуки, которые нам будут встречаться, затем пройдем некоторые правила чтения и закрепим все наши новые полученные знания с помощью упражнения. Так, давайте не будем откладывать в долгий ящик, сразу приступим к диалогам. Диалог на абазинском языке айчажара. Диалоги айчажараква. Давайте теперь с вами вспомним, какие слова, какие буквы, которые встречаются в слове айчажараква, как они произносятся. Итак, звук «ш» мы запоминаем с помощью слова «постель», «чарта». Звук «ж» мы запоминаем с помощью слова «корова», «ж». И звук «ко» мы запоминаем с помощью слова «крыша», «ко». Да? Давайте запишем в комментариях слово айчажараква. Кто пишет в тетради, тот, конечно, записывает в своих записях в тетради. А кто не пишет в тетради, того я призываю вас писать в комментариях, чтобы нам всем интереснее было участвовать в занятии, и чтобы я видела, что вы тоже трудитесь. Итак, приступим. Диалог. Фатар вомма шта. У тебя есть квартира? Да. Начинаем с самого простого. Помните, да, что мы проходили фатар – это квартира. Итак, как спросить, есть у тебя квартира? Фатар вомма. Фатар вомма. Шта. Шта – это да, это легко, это мы все знаем. Здесь мы просто запомним, что квартира – это фатар. Фатар. Угу. Фатар вомма. Шта. Угу, молодцы. Теперь двигаемся дальше. Что еще мы можем, как мы можем развить диалог, когда мы, например, спрашиваем у кого-то, есть ли у тебя квартира? З арапеш и надзавая вба. То есть мы спрашиваем, а сколько в ней комнат в квартире, да? Предположим, в ней две. З арапеш и надзавая. З арапеш и надзавая. Вба. Давайте еще раз прочитаем. З арапеш и надзавая. Вба. Угу, правильно. На выделенные звуки, обратим сразу на них внимание, да? Выделенный звук «дз» и выделенный звук «в». Итак, звук «дз» мы запоминаем, конечно же, с помощью слова «вода», «дз». Вот еще предлагают слова «дзн», «осень», да? Очень хорошее слово для того, чтобы запомнить звук «дз». Пишется звук «дз» как «д-з». Звук «в» мы запоминаем с помощью слова «гнездо», «вяра», «вяра». Звук «в» мы пишем как «г», палочка «в». Давайте еще раз потренируем произношение и прочитаем эти два предложения, которые мы видим на экране. З ара пеш и надзавая вба. З ара пеш и надзавая вба. Видите, ничего сложного, правда же? Теперь двигаемся дальше. А печко дума, азак дуб, арахари рыца и хоцп. Комнаты большие,
Одна большая, другая поменьше. Апешква дума, азака дуб, арахяри рыца и хоцп. Давайте еще раз все вместе прочитаем и попробуем запомнить произношение звуков. Апешква дума, азака дуб, арахяри рыца и хоцп. Угу. Смотрите, давайте обратим внимание на выделенные звуки. Звук «ко» мы его запоминаем, например, с помощью слова «ква» – дождь. Да? Очень хорошее предложение, вот пишите в комментариях. Дальше мы видим звук «к». Подумайте, с помощью какого слова мы можем запомнить звук «к». Дальше мы видим звук «п», звук «х», «ц», «хо» и снова «п». Да? Пока вы думаете, мы сейчас еще раз прочитаем эти два предложения. Апешква дума, азака дуб, арахяри рыца и хоцп. Перевод следующий. Комнаты большие, одна большая, другая поменьше. Значит, правильно, на звук «п» мы можем придумать слово «прп», «прп», клюква. Молодцы. Давайте теперь будем двигаться дальше. Изапш этажья и ану, ехпахала а этаж апна. Изапш этажья и ану, ехпахала а этаж апна. На каком этаже? На третьем этаже. На каком этаже, имеется в виду, на каком этаже находится квартира. Да? Мы же разговариваем про квартиру. На третьем этаже. Давайте еще раз потренируем произношение. Изапш этажья и ану. Изапш этажья и ану. Ехпахава а этаж апн. Изапш этажья и ану. Ехпахава а этаж апн. Молодцы. Повторили, потренировали произношение. Теперь двигаемся дальше. Атдз лифт амма шта. Атдз лифт амма шта. В доме есть лифт? Да. Атдз дом. Лифт. Лифт. Амма имеется ли, да? Атдз лифт амма шта. В доме есть лифт? Да. Конечно же, звук «дз», который мы запоминаем с помощью слова «вода», «дз», пишется звук «дз» как «д», «з», «д», «з». Давайте потренируем произношение. Сейчас все вместе еще раз прочитаем. Атдз лифт амма шта. Итак, теперь мы с вами на этом завершили первое задание. Мы с вами прошли диалог. Сейчас у нас на очереди правила чтения. Пока мы тут правила чтения, отвечу на вопрос «пр» – это клюква, да. Значит, правила чтения на абазинском звучат как? Ахарывква рагабхаща. Давайте прочитаем все вместе. Ахарывква рагабхаща. Еще раз. Ахарывква рагабхаща. И сразу пройдемся по выделенным звукам. Звук «х» мы запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке «ха». Ха. Звук «ко» мы запоминаем с помощью слова крыша. Ко. Звук «г» мы запоминаем с помощью слова весна. Апн. И звук «х» мы запоминаем с помощью слова золото. Хапщ. Хапщ. Да?
Молодцы! Вот мы с вами повторили, как произносятся и как записываются выделенные буквы. Мы теперь с вами готовы двигаться дальше. Значит, сегодня мы с вами повторим произношение следующих звуков. Звук Г, 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 Г. Со звуком Г все понятно. Со звуком Г тоже легко, да? Ну, Г. Г мягкий знак. Г. Г. Попробуйте произнести звук Г. Г. Немножко это похоже на то, как вы произносите звук Г, но при произношении вы немножко округляете губы. Потренируйтесь в произношении Г. Г. А звук Г это более звук Г более гортанный звук. Потренируйтесь его произносить. Г. Г. Гапн, например, да? Гапн, весна. Г. Гапн. Г. Гора. Г. Это как звук Г, но немножко округляете губы, и получается у вас звук Г. Теперь вот эти перечисленные звуки мы в разброс почитаем, потренируем их чтение и произношение. Конечно же, давайте будем записывать. Смотрите, ага – много, агапан – весна, лага – дурак. Значит, гапн – весна. А если мы говорим, например, вот имеем в виду, вот конкретная весна, например, в предложении мы будем говорить, что этой весной там, да, что-то произошло. Мы говорим агапан. То есть, помните, мы как-то проходили с вами тему относительных существительных. Вот это из этой темы. Значит, ага – много, агапан – весна, лага – дурак. Ага – много, щарда – это тоже много, синоним, щарда. Давайте запишем. Ага – много, агапан – весна, лага – дурак. Дурак, да. Значит, звук здесь, в принципе, все три слова читаются очень легко. Единственное слово агапан, но звук Г мы тренируем из урока в урок по нескольку раз. Я думаю, с ним вам тоже легко справиться. Агапан – весна. Следующая группа слов уага, уага – люди, амга – обувь, гягя – круглый, гягя – круглый. Давайте теперь запишем эти три слова и попробуем запомнить их, как они записываются, и их перевод. Уага – люди, амга – обувь, гягя – круглый. Уага – люди, амга – обувь, гягя – круглый. Прочитаем теперь все вместе, потренируем произношение. Уага – люди, амга – обувь, гягя – круглый. Уага – люди, амга – обувь, гягя – круглый. Теперь двигаемся дальше. Гба – 2, гара – гнездо, гна – дом. Вот мы здесь тренируем произношение звука Г, да? Звук Г легко будет отработать с помощью этих слов. Гба – 2, гара – гнездо, гна – дом. Гба – 2, гара – гнездо, гна – дом. Обратим внимание, что звук Г пишется как Г, палочка В. Не будем забывать о правописании тоже. Г, палочка В – это звук Г. Давайте потренируем его произношение с помощью слов на экране. Гба,
вяра, вна. Вба, вяра, вна. Молодцы. И теперь вот у нас последняя группа слов в этом упражнении. Гуасра – огорчение. Горвя – беспокойство. Вяша – вторник. Гуасра – огорчение. Горвя – беспокойство. Вяша – вторник. Звук г мы тренируем в этом слове, в слове гуасра. Г, гуасра, г еще сердце, да? Горвя, беспокойство. В этом слове мы тренируем сразу два звука, звук г и звук в. Горвя, беспокойство. Гуасра, огорчение. Горвя, беспокойство. Вяша, вторник. Гуастра – огорчение, горвя – беспокойство, вяша – вторник. Молодцы! Теперь пришло время нам с вами перейти к следующему разделу сегодняшнего занятия. Это упражнение на переписывание. Как мы все с вами помним, переписывание на абазинском языке аквелара. Аквелара, да? Аквелара. В этом слове есть несколько интересных звуков. Давайте, прежде чем перейти дальше к занятию, остановимся здесь и попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем выделенные звуки. Итак, в первую очередь звук «х». Пишется он как «х» твердый знак. Запоминаем мы его с помощью слова «шапка». Кхылпа. Кхылпа. Дальше мы видим звук «в». Пишется звук «в» как «г», палочка, «в». «Г», палочка, «в». Запоминаем мы этот звук с помощью слова «гнездо». Вяра. «В», вяра. Правильно, вот вы подсказываете, на звук «х» мы можем предложить еще слово «каца». Очень хорошо. «Х», «кхылпа», «х», «каца», мужчина. И еще у нас здесь выделен звук «г». «Г». Пишется этот звук как «г» палочка. «Г» палочка. Мы запоминаем этот звук с помощью слова подсказки «весна». Весна на абазинском языке «апн». «Апн». Теперь давайте приступим к самому упражнению. Так, вот у нас здесь мы видим предложение, которое мы сейчас с вами прочитаем. Перевод у нас здесь записан, и мы, конечно же, сразу попытаемся вспомнить, с помощью каких слов мы запоминаем выделенные буквы. И, конечно, давайте постараемся придумать или вспомнить как можно больше слов на выделенные звуки. Так нам всем будет интереснее заниматься. Итак, читаем. Ауи хкнигак алахут. Ауи хкнигак алахут. Она взяла 3 книги. Ауи хкнигак алахут. Итак, на звук «к» мы что можем предложить? Звук «к», значит, мы можем его запомнить с помощью слова «гарма». Правильно, очень хорошо вы предлагаете. Хорошее предложение у вас. Вижу, активно работаете. Гарма. Калина. Вот вы предлагаете еще кас. Очень хорошее предложение. Это платок. Картоф. Тоже, конечно же, картошка. Итак, на звук «к» вот сколько у нас уже предложено слов. К – карма, калина, к – кас, к – картоф, к – камбыста. Да, очень хорошо, молодцы, отлично. Теперь у нас на очереди звук «г», но мы его с вами уже тренировали не раз на этом занятии и на предыдущих, и мы уже легко вспоминаем с вами, что мы запоминаем этот звук с помощью слова «весна». Апн. Апн. Дальше мы видим звук «хо». Звук «хо» мы запоминаем с помощью слова «червяк», «червь». Хуа.
хва. И, конечно же, звук Т, который пишется как Т-палочка, мы запоминаем с помощью слова сова, уже по традиции. Сова Т. Вот вы предлагаете еще слово тата, мягкий, да, очень хорошее слово тата. Аж 2 раза удается потренировать, отрепетировать звук Т. Угу, очень хорошо, молодцы. Теперь давайте еще раз прочитаем это предложение и будем двигаться дальше. Ауи книгак галахт. Ауи книгак галахт. А газет сомг яху. Газета стоит 5 рублей. Итак, в слове хсомг мы видим звук х. Звук х мы запоминаем с помощью слова червь. Хуа. Хо. Хуа. Дальше мы видим звук к. Звук к мы, конечно же, запоминаем с помощью слова корма. Калина. И звук п мы запоминаем с помощью слова прп. Прп – это клюква. Прп. Итак, еще раз давайте прочитаем это предложение. Потренируем произношение. А газет хсомг яху. А газет хсомг яху. Теперь перейдем к следующему предложению. Хумашинак гайд. Хумашинак гайд. Хумашинак гайд. Перевод. Приехало 5 машин. Приехало 5 машин. Хумашинак гайд. Конечно, мы видим здесь звук хо. Запоминаем мы этот звук с помощью слова червь. Хуа. Мы это уже с вами запомнили. Дальше мы видим звук к. Звук к мы запоминаем с помощью слова корма. Калина. К. Корма. Звук г мы, конечно, запоминаем с помощью слова весна. Гапна. И звук т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Еще раз прочитаем предложение. Хумашинак гайд. Хумашинак гайд. Следующее предложение. Сомки, хсомки, пшсомк надзит. 1 рубль и 3 рубля получается 4 рубля. Сомки, хсомки, пшсомк надзит. Еще раз давайте прочитаем, потренируем произношение звука к и звука т. Сомки, хсомки, пшсомк надзит. Конечно же, мы видим, что звук к, вот он выделен красным, пишется как к палочка. Запоминаем мы этот звук с помощью слова корма, калина, к корма. И звук т мы запоминаем с помощью слова сова, т, сова. Давайте еще раз прочитаем это предложение, чтобы закрепить его основательно. Сомк, хсомк, пшсомк надзит. Молодцы. Теперь двигаемся дальше. Это у нас с вами последнее предложение в этом занятии, да и в этом упражнении, и на сегодняшнем занятии в том числе. Давайте прочитаем. Арандашк астол екуп. Арандашк астол екуп. Арандашк астол екуп. На столе лежат 2 карандаша. На столе лежат 2 карандаша. Карандаш, а стол екуп. Давайте разберем теперь звуки, которые мы видим на экране. Звук В пишется как Г палочка В. Мы запоминаем этот звук с помощью слова гнездо. Вяра. Вяра. Дальше мы видим звук К. Звук К пишется как К твердый знак. К твердый знак. Мы его запоминаем с помощью слова гусь. Аз. К. Аз. К. Аз.
Дальше мы видим звук К. Звук К мы запоминаем с помощью слова корма. Корма. Молодцы все, кто пишет в комментариях предложение. Корма. Корма. Калина. Еще мы видим звук К. Конечно, мы его запоминаем с помощью слова крыша. К. Звук К пишется как К-В. К-В. И звук П мы, конечно, запоминаем с помощью слова прп. Прп. Клюква. Давайте теперь прочитаем. Прочитаем еще раз это предложение, отрепетируем произношение этих интересных звуков. Карандашк, а стол екуп. Карандашк, а стол екуп. Карандашк, а стол екуп. Давайте напоследок еще раз произнесем. Карандашк, а стол екуп. Молодцы. Очень хорошо поработали. Сегодня мы с вами отлично потрудились. Спасибо, что были сегодня со мной на занятии. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки, и, конечно же, все предыдущие тоже, будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бесджа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бесджа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах джаза.